сыграл фольклор, и они кто как делает. Кому как удобно. Кто так делает, кто так. Вот то же самое дробь, самарская дробь. Кто-то на правую ногу играет, кто-то на левую ногу играет. И это же фольклор, им как удобно, так они делают. Но мы можем, да, сделать, вот, можно с одной ноги сделать, а потом с другой ноги в другую сторону сделать. Можно так. Давайте сейчас определимся. Давайте. Вот в эту сторону делаем с этой ноги, а в эту сторону с этой. Да, есть вот определенные правила. Значит, мы в барабанщике решили, вот, что мы не скрещиваем руки, как чуваши. Вот, у чувашей скрещивают. Мы решили, что сделаем вот так руки, вот, к себе, от себя, от себя, от себя. И под мышками не зажимать, руки свободные. Вот. И даже локоточки можно чуть-чуть приподнимать, когда вы сгибаете. Вот. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Да. Одна рука делает, тоже так же не скрещивает, то есть она сюда не идет, а вот до середины, здесь вот отсюда. Еще повороты делают они. Раз, поворот, 4, раз, поворот, 3, 4, да. Поворот идет. Если правая рука, получается влево поворот. Если левая рука, поворот вправо. Да? Вот попробуем сейчас с поворотом. Вот идем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поворот. 3, 4, 5, 6, 7. На раз поворот. Поворот. 3, 4. Давай с поворотом попробуем. Это должно быть правило, что в кулак и рука крепкая, кисть никакая не заламывается, в кулаке воздуха нету, кулак крепкий, кисть не заламывается, спина ровная, и вот положение вот такое. Вот. Ни в коем случае вот так не делать, это уже грязь, ошибка, вот, поэтому постарайтесь сейчас держать руки крепкие, кисти не заламываются, кисти ровные, вот делаем вот так. Ну, еще можно вот так пальчик вот так поставить вот сюда пальчик. Вот. Это будет вот именно чисто по-кряжински. А то вот так по-русски, да, получается? Получается, вот у меня как раз русский. То есть вот получается как на косточку, да, мы ставим, ну, чуть ниже, не вот прям вот, чтобы... Ну нет, не сюда, а вот на пояс. На пояс? Да, пояс. Вот еще, в основном это парни же, да, а девушки, у них мягкие руки. А здесь вот пояс, я замечал, у некоторых вот пояс как попало завязывают. Вот есть определенные правила завязывания тоже кушака. Вот если на правую сторону он женатый, на левую сторону он холостой, а если посередине, то это вдовец. Да. Да. Мальчики иногда вот так одевают, и я говорю, ты что, у тебя жена умерла, что ли? Что у тебя здесь кушак висит? То есть нужно правильно. И когда я им говорю, здесь жена, здесь холостой, и все мальчики. Мы не женаты. Рано еще. То есть вот это правило тоже есть. Это кряшины, да, вот вышли в деревню, и все, девушки все увидели, ага, парни, как кто завязал, за кем можно
находится, за кем нельзя. Да, вот. Женатый, холостой, вдовец. Все, вот так одеваем. И вот руки, пожалуйста, за руками. И девушки, руки тоже вроде кряжные, но в то же время татарские. И вот такое движение есть у руки вот так. Парни. Мы вот характер сохраняем, да, и когда я уже в барабанщике начал уже работать и ставить танцы, мы там уже профессионалы. Одно дело ставить на детей танец, да, фольклорный, а совсем другое уже на профессионалов. Когда с профессионалами работаешь, уже самому проще, легче, профессионалы так схватывают и еще добавляют свое и свой академизм, и у них уже получается просто дело. Совершенно уже такое академическое исполнение получается. Вот. Можно вопрос? Да. Вот про высоту вот эту рук. Не выше диафрагмы. Вот. А здесь как вот? Вот здесь. Да. Вот так не надо. Нет, ну понятно, что не так, но я имею в виду, вот это не выше диафрагмы, здесь не выше диафрагмы, серединка. Вот здесь, чтобы изобразить вот такую плавность руки. Плавность руки. Ну как это, у татар это от природы чувствуют. Да. Сами, не знаю. Да. Да. Вот можно двигаться, можно на месте исполнять, можно сделать вперед. Они делают до заклона, можно вокруг себя, можно по-разному. Это уже как вы сами захотите. А в этом фольклорном исполнении они делали вот так, вот можно вас, вот они делали это движение до задора. Потом есть еще положение рук. Вот такое положение рук. Делаем одной рукой и кружимся. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опустили. Задор. 4, 6, 8. И опять кружимся. Вот. Такое положение рук у кряшин. У кряшин есть вот такая свечка. Держите. Вот. Да. Вот. Свечка такая. Да. Припадание. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Да. Также с другой руки. И татарское положение рук. У кряшин, да, есть вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще есть вот такое положение рук. Вот такое положение рук. Да, на блине откинувший корпус. Корпус откинули. Да. Вы можете посмотреть в паре. Давайте проверим. Встаньте, мальчики. У кряшин? Да, у кряшин. Вот так взяли и откинули корпус, и кружение идет. Кружение пошли. И свечка. Взяли свечку, да. И раз.
записывали, там парней не было, один пожарник был, который показывал, остальные все женщины. И женщины показывали друг с другом, ну, танцы показывали. Ну, хотя, конечно, я стараюсь не ставить так, чтобы девушка делала с девочкой. Ну, в зависимости, как вы поставите. Хотите, вот, получается, у нас сейчас тоже проблема же с парнями. Вот, если, да, что делать? Парней нету, приходится выкручиваться. А нет, это уже другое. А это уже получается что-то удмуртское. Это нам вот они. Да. И поменяли. Можно. Вот, давайте еще один ход сейчас разучим. Еще один ход. Он теперь не на припадание, а идет как бы следующий сюда. Раз, 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 раз. Не прыгать, спина прямая. Да, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Можно еще руки вот так сделать. Раз, два, три, четыре. Знак бесконечности. Раз, два. Чем быстрее круче. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Акцент идет на голову. Раз, 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 направо. Раз, 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 раз. Вот когда все делают одинаково, смотрится очень красиво. Когда, представьте себе, такие бабульки в галошах с шерстяными носками. И вот у них, представьте себе, все одинаково на правую ногу делают. Раз, 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 раз. И быстро, стремительно. Очень красиво смотрятся ноги. Попробуйте на правую ногу акцент делать. Раз, 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 раз. Можно чуть-чуть пол присесть. Можете пол. Согнули? Спина прямая, не прыгая. Попробуем. А развернуться можно скрутить? Да, можно. Можно. Сейчас самое главное, у нее вот эти ножки делать. А может раз слева нога? Давайте. Давайте. Приготовились. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, 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 раз. Не прыгать. В общем, вот этот ход, но я сейчас показал не манкеевский ход. Манкеевский ход вот этот. Вот этот ход, это Тукаевский Кряшин. Тукаевский район, то есть Заказанский Кряшин. Руки уже у тукаевских не такие, а вот такие руки, как в Марийском. Идет ладошки внизу и рисуем знак бесконечности. Лежачая восьмерка. Вот такая. Корпус не шатаем, за руками не идем. Корпус прямой, только руки. Вот. Девушки. Да, кисть немножко, да, мягкая. Кисть мягкая. Она
как бы волну делает, все-таки волну. Парни могут в кулачке держать, чтобы они как бы девочки делали. Вот так. Есть еще вот такой ход, марийский ход. Кряшины тоже очень много используют, в том числе и в Гайде есть, это бойдюшские татары. Вот такой ход, это марийский ход, но кряшины делают его по-своему. Вы знаете, да, этот ход? Все знают. И руки. Давайте переместимся на зеркало. Все. Сейчас мы от Макеевских кряшин уезжаем, едем в Менделеевский район, где живут, как называется, заказанские кряшины. Вообще, вот в самом танце вот эти движения рук у девушек и женщин, это все отражение трудового процесса. Вот это движение, наматывание рук, есть у мордвы, да, есть такое. Это что такое? Это нити наматывания, клубок. Да? Вот. У кряшин это очень сильно отражается в танце. Вот сейчас сделаем третью позицию ног, да, и ноги. Удобное время, когда переход идет. И мальчики делают. Мальчики так не делают. Мальчики руки на поясе держат. Мальчики вот нос кверху. Идет вот такое движение. Я говорю по дощечке. Идем по дощечке. То есть нога у нас наступает в выворотном положении. Ставим ее на полную стопу по дощечке. И от этого звук топота идет. И колено мальчики стараются поднимать выше. Девочкам не мешает платье, но они тоже поднимают, но мальчики должны еще выше. То есть колено, ярко колено показать. И спина. Вот, давайте еще раз. Может быть, чуть-чуть медленнее. Поэтому мы это движение мы делаем что лицом и что спиной тоже. Повернулись,
Мальчики налево, девочки направо. Делаем и поворот, и обратно возвращаемся. Еще есть. Что? Вопрос? Давай. Мы все-таки, если мотаем нитки к себе, или и туда можно? Главное, сами как раз меня бывает, да, девочки не могут сделать вот так, они все время вот так делают. Ладно. Какая разница? Ну, вообще как? Вообще привычные, не знаю, вот так. Вот себя. Вот так. Если мотаешь на... Нет, ну это как какой хозяин. Наматывает. Можно поиграть. Давайте еще один ход. Это не ход, а движение. Значит, тоже вот такие шаги. Шаг, подготовка и прыжок. Да. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет, это неправильно. Один сначала такой, потом такой. Я этот танец был сам спрашивать. У нас был горячий смысл. Она нам показывала раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть это идет подготовка, а это прыжок. А есть еще девочки делают вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Девочки не прыгают, а мальчики прыгают. Не, лучше сейчас спрашивать. Ну, в принципе, я не знаю, можно так сделать. Прыжок, но это неинтересно, мне кажется. Раз и два. Да. И там мы с ручками идем, да? Да, руки. Попробуйте вперед 2 раза сделать движение. Поехали. Раз, два. Раз, два. Девочки могут без спешка делать. Попробуйте без спешка делать. То есть подготавливаем ногу и поднимаемся на полупальцы. Здесь как штопор. Штопор делаем. Штопор, понимаете, да, что это штопор? Вот штопор. Не просто прыжок, а штопор. Давай, попробуем еще раз. 4 раза делаем. Вариант нижнекамских кряжек. Прыгаем. А девочки Можно? Готовы? Прыжок, прыжок. Характер не теряется, не так смотрится красиво. Но шаг, прыжок и вернулись. Шаг, внешнюю ногу шаг, да? Здесь прыжок и вернулись. Поворот вокруг себя. Теперь левая нога. Шаг, прыжок и вернулись. Поворот. Понятно?
Я не боюсь. Вы делаете направо, я налево. Хорошо. Поехали. И раз, два. И вернулись. Вернулись спиной к спине. Смотрим. И поворот делать. Поворот. Поменялись. Поменялись. Теперь вы сюда, я сюда. И раз, два. И вернулись. А вы, например, вы вот здесь. Ты вот здесь со своей парой. Вот смотрите, я здесь. Я здесь. Мы сейчас с тобой встретимся, а потом я вернусь к своей. Да? И мы встретились, я вернулся, и я смотрю. Вы сейчас встречаетесь. Раз, два. И вернулись. Вот за счет этого получается как бы общение в паре. Парень заглядывает на чужую, а потом возвращается к своей, со своей кружицей. Вот это. На этой копеечной музыке, на таких движениях, в барабанщике я поставил танец Петряш Чабатасы. И я его так сделал, что как будто вот парни и девушки как голуби воркуют между собой, общение идет между собой. Вот идет вот так вот. И они еще вот такая пружинка идет. Вот, пружинистые такие движения. Вот, попробуйте сделать. Идет такая пружинка, и вот они ход такой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, на всех этих движениях, вот эти переходы, можно раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, двойное вращение. Сделали четвертую позицию. И поворот. Двойное. Да. Вот идем. И
пошли, 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 пошли. Можно варьировать как угодно. Вот, змея столкнулась, что с ней делать? Что ей делать? Можно сделать 3 круга сделать. А можно вообще уйти вот так. И пошли уже рисуем. Да, и опять получился. Опять получился. То есть, вот это называется орнаментальные хороводы. Вот, к примеру, вот, парами встаньте и пошли, пары, встаньте. Пары. Друг за другом. Друг за другом. И пошли за нами, пошли. За нами. Вот, повернулись. Делаем парами друг за другом. Вот. Опять сделали. И пошли. Заходим, да. Ручеек, да. А можно еще такой ручеек сделать? Вы все пошли и поднимайте руку. Да. Теперь туда пошли, мы сюда. Вот квадратный весовой способ. Тут парни, допустим, там девушки. Это как кадрильная форма, да? Вот, пожалуйста, квадратный. Вот так можно, да? Вот пошли вот сюда, да? Вот эти парами можно. Есть, называется бишлевью. Вот если парами стать, есть игра такая. Игра называется бишлевью. 5 пар. 5 пар. Слышали такую? Вот. Пары. Выведите 5 пар. Вот одна пара. Парень, девушка, парень, девушка. Парень, девушка. И встаем 4 угла и 5-я пара посередине. 4 угла, 5-я пара посередине. Вот. Игра в чем заключается? Кто-то под руку бежит, а кто-то сверху, да. Вот вы должны найти, куда вы пойдете. Вот все стоят. Вот куда вы пойдете? Не договаривайтесь, куда вы Нет, не договаривайтесь, это игра. Вы прошли сюда, Вы должны. Нет, вот они ведущие, они только должны. Они только должны. Да. Подожди, А можно закрывать ворота? Да. А игра просто наоборот. Да. То есть вот, и это же игра. Вот тут нету этого. Правила только такие, вы должны нырнуть. Успеть нырнуть, пронырнуть. и там они же могут там закрыть, и дальше не меньше. Да. То есть они нас просто хорошо пропустили. Это называется бишлевый. Есть еще сигизлевый, 8. Есть еще дуртлевый, 4. То есть эшлевый, 3. То есть вот эти, вот вы говорите о орнаментальных хороводах. Вот 3, как это 3? Вот мы втроем с вами. Вот. Вы раз проходитесь сюда, и мы кружимся. Ты должен найти другого. Да, другая. Да, все, да. Вот это называется 3. Вот, то есть, все стоят, 3 начинают.